борец, положивший жизнь за свой народ, оратор, чьи пламенные речи по сей день волнуют каждого истинного патриота, поэт и музыкант, слово которого было страшнее кинжала, а кюи – гимны свободе и вольной жизни, Махамбет Утемисов. Современник и почти сверстник Пушкина, Махамбет Утемисов для казахской поэзии, для духовной культуры казахского народа имеет почти такое же значение, как и Пушкин для русской. Вся его поэзия, как, впрочем, и жизнь, окрашена одним историческим событием – восстанием в Букеевской Орде под руководством Исатая Тайманова. Приблизительно в то же самое время, когда в Оренбург приехал Александр Сергеевич Пушкин, чтобы собрать материал по истории Пугачевского бунта, в ханской ставке Букеевской Орды произошло событие, после которого имя Махамбета зарей взметнулось над степью. Хан собрал людей, чтобы объявить им: отныне все овцы, сдаваемые ему в налог, должны быть не стрижены, чтоб и клока шерсти не оставалось бедняку. Представьте себе впечатление хана и притихшего народа, когда на этом собрании громко прозвучали слова невысокого чернобородого человека. «Ты разве хан, что Богом дан? Да лютый волк ты, вот кто, твой злобный взгляд – змеиный яд. Там плач и стон, где ты с хвостом, хан Скорпион». С другого конца собрания прозвучал призыв не подчиняться ханскому распоряжению. То был голос Исатая Тайманова. Так начался бунт. Мені өлтірейін деп келдің бе? Өлімнен мен қорықпаймын. Өлтір ханыңды. Хан емессің. Қасқырсың. Тоқта! Қасал басты басқырсың. Достарың келіп табылап, дұшпаның сені бас құрсын. Хан емессің, ылаңсың, қыры шұбар жылансың. Хан емессің, аяnsың, айыр құйрық шаяnsың. Тоқтаңдар! Ставку повстанцев в глухие бекетайские пески Джигита ввела, конечно, пылавшая в сердце жажда социальной справедливости. Но формировалась она, осознавалась через стихи Махамбета, которые передавались из уст в уста. И велико было их воздействие на состояние боевого духа повстанцев. Песни воинов входили в души, словно суры нового бунтарского Корана. Они запоминались сразу и навеки, и на несколько поколений вперед. Атадан туған аруақтер, жауды көрсе жапырар. Үдей соққан дауылдай, жамандарға қарасаң, малын көрер жанындай. Жүйрік аттың белгісі тұрады құйрық жалындай. Айтып айтпай немене, халық қозғалса тұра алмайды хан тағындай. Почти 2 года повстанцы боролись с ханскими отрядами, пока по просьбе хана Джангира в степь не был направлен карательный отряд из Оренбурга. Восстание было подавлено, и Исатай Тайманов погиб. Что нам делать? Против пушек топоры. Сколько будет по аулам сиротливой детворы? Махамбет скрывается где-то в далеких аулах, но благодаря любви народа ему многие годы удается уходить от ханских и царских сыщиков, хотя за его голову объявлено высокое вознаграждение. Нота одиночества становится главной в махамбетовской песне и пронзительно звучит в обращении к маленькой Печужке, как к собрату по несчастью. Ах, Печуга ты, Печуга, крылья, перья, шейка, пух, с Исатаем разлучили, одиночеству стал друг. Ах, Печуга ты, Печуга, твоя родина, твой лес, разлучил с гнездом родимым, злобный ястреб, враг небес. Скупы сведения о Махамбете. Известно только, что в 1848 году его выследили и казнили.
Но перед этим была встреча Махамбета с султаном Баймагамбетом, который надеялся приручить непокорного поэта и втайне даже был готов освободить в обмен на его покорность. Но в ответ султан услышал речь, которая вряд ли когда-то и кем-то произносилась правителю. Алайма, сұлтан, алайма, астыма мінген арғымақ, аяңдай түсіп қарайма. Арғымақ дейтін жығылар, найза бойы жар келсе, жабыдайын жалтаңдап түсер жерін қарайма. Арғымақ атқа алтыннан тағақ ақтырса, кілегей қатқан көкше мұз, ол көкше мұздан таяр ма? Атаның ұлы асылға, малыңды бер де басын қос, басыңа тардық іс түссе, ол ардақтаған әділ жанын аяр ма? Это слово, сказанное султану Баймагамбету, стало уникальным поэтическим фактом, отражающим гражданский и поэтический подвиг Махамбета Ультимисова. Он силой поэтического духа поднялся над своим временем, чтобы бросить в лицо хозяевам его родной степи железный стих, облитый горечью и злостью. Желденде желгір ақ бөкен, осса да орғып көл денең, құралайыңа қарайлап оққа ұшпайма сол үшін. Ұялы бүркіт күн ұзын, қалықтай самғар шөже үшін. Ода бір торға түспеймі, шөжеге керек жем үшін. Дертке дава іздеген, тірліктен үміт үзбеген, сергелден болар емі үшін. Асыл туған арулар жанын пида етпейме, шын сүйіскен теңі үшін.